Привет! Мы читатели библиотеки филиала номер 1 Саворона Богдана и Парфенова Таисия хотим рассказать вам про Скворцова Гришку и узнать, есть ли среди вас такой мальчишка. У Скворцова Гришки жили-были книжки, грязные, лохматые, рваные, горбатые, без конца и без начала, переплету как мочало, на листах каракули, книжки горько плакали. Дрался Гришка с Мишкой, замахнулся книжкой, дал разок по голове, вместо книжки стало две. Горько жаловался Гоголь, был он молодости щеголь, а теперь на склоне лет он растрепан и раздет. У бедняги Робинзона кожа содрана с картона, у Крылова вырван лист, а в грамматике измятый на странице 35 нарисован трубочист. «Как нам быть?» – спросили книжки. «Как избавиться от Гришки?» Сказали братья Гримм. «Вот что книжки, убежим!» Растрепанный задачник, ворчун и неудачник, прошамкал им в ответ. Девчонки и мальчишки везде калечат книжки. Куда бежать от Гришки? Нигде, спасения нет. Бежим в библиотеку, в центральный наш приют. Там книжки человеку в обиду не дают. И книжки двинулись в поход. Беспризорные калеки ходят в зал библиотеки. Светят лампы над столом, блещут полки за стеклом. В переплетах темной кожи, разместившись вдоль стены, словно зрители из ложи, книжки смотрят с вышины. В это время на пороге появились сторожа. Принесли они метелки, стали залы убирать, подметать полы и полки, переплеты вытирать. Чисто вымели повсюду и за вешалкой в углу. Книжек порванную груду увидали на полу. Без конца и без начала переплеты, как мочало, на листах каракули сторожа заплакали. Бесприютные вы книжки, истрепали вас мальчишки, отнесем мы вас к врачу, к Митрофану Кузьмичу. Он вас, бедных, пожалеет, и почистит, и подклеит, и обрежет, и сошьет, и оденет переплет. К нам беспризорные книжки-калеки, залы просторные библиотеки, книжки-бродяги, книжки-неряхи, здесь из бумаги сошьют вам рубахи, из коленкора куртки сошьют, вылечат скоро и паспорт дадут. К нам беспризорные книжки-калеки, залы просторные библиотеки. Вышли книжки из больницы, починили им страницы, переплеты, корешки, налепили ярлыки. А потом в просторном зале каждой полку указали. Встал задачник в сотый ряд, где задачники стоят. А Тимур с командой вместе встал на полку номер 200. Словом, каждый старый том отыскал свой новый дом. А у Гришки неудача. Гришке задана задача. Стал задачник он искать. Заглянул он под кровать, под столы, под табуретки, под диваны и кушетки. Ищет в печке и в ведре, и в собачьей конуре. Гришке горько и обидно, а задачника не видно. Что тут делать? Как тут быть? Где задачника раздобыть? Остается с места в реку или бежать в библиотеку? Говорят, в читальный зал мальчик маленький вбежал и спросил у строгой тети: «Вы тут книжки выдаете?» А в ответ со всех сторон закричали книжки: «Вон, вон, вон!»